У Криму також тривають святкування. Масові народні гуляння відбулися у Сімферопольському та Джанкойському районах. У своїх молитвах люди згадували тих кримських татар, хто в ці святкові дні перебуває за російськими ґратами. Ну і, звісно, особливу святкову атмосферу влаштували для дітей. Подробиці далі в сюжеті. Свято для всіх мусульман. На території мечеті села Піонерське Сімферопольського району кількасот вірян зібралися на святкування. Куштували народні страви, які приготували в казані. Пригощалися за одним великим столом. Далі відбулася народна кримсько-татарська боротьба. Курєш. Змагалися і дорослі, і дітлахи. Поздравляю всех мусульман с этим благословенным праздником. Желаю, чтобы Аллах принял наши мольбы, чтобы Аллах простил наши грехи, чтобы Аллах наградил нас за то, что мы стараемся к Нему приблизиться. Наше намерение достичь довольства Аллаха через то, что мы стараемся нашему подрастающему поколению привить любовь к исламу через проведение мусульманских праздников і других мероприятий, которыми доволен Аллах. Прийшли на святкування, аби відчути атмосферу народної єдності кримських татар попри всі тяжкі часи і постійні репресії, кажуть віряни. Поки вони разом, народ не здолати. Поки дорослі спілкувалися, для дітей облаштували цілий парк атракціонів з батутами, пригощали смаколиками. Прыгай! Следующий! Поїхав! І феєрверк, аби для дітей якнайяскравіше запам'яталося свято. Для детей организованы батуты, праздничное угощение, было роздано мороженое, напитки, соответственно, охладительные. Очень прекрасная атмосфера, атмосфера, показывающая единство мусульман во всем мире. Несмотря на то, что сегодня в Крыму проходят репрессивные некоторые меры в отношении мусульман и так далее, все равно местная мусульманская община радуется. Понад 300 людей зібралися на святкування Курбан-Байрам у селі Лобанове Джанкойського району. Половина з них – діти. Для них дорослі зробили все, аби свято було яскравим. І малеча не забувала народні традиції. Тому організували багато конкурсів, пригощали солодкою ватою і всім вручили подарунки. Это замечательно, что на сегодняшний день мусульмане, крымские татары празднуют свой праздник, свой религиозный главный праздник в таких масштабах. И, иншаллах, я желаю, чтобы каждый год проходил еще в больших масштабах, чтобы мы еще больше праздновали этот праздник, потому что нам на сегодняшний день нужно восстанавливать свои религиозные традиции. В эти праздничные, благословенные для всех мусульман всего мира дни праздник жертвоприношения Курбан-Байрама. Поздравить всех верующих, всех мусульман, пожелать успехов, пожелать нашему народу терпения и единства в сегодняшние тяжелые времена. Під час святкування гості взяли участь у кримському марафоні «Єдність дорожча за штрафи» і зібрали кошти для кримських татар, затриманих у Москві. Я искренне хочу поздравить всех мусульман мира, и в частности мусульман Крыма с этим благословенным праздником. И хотелось бы сегодня поздравить наших братьев, которые не могут радоваться вместе с нами, которые не могут радоваться вместе со своими семьями, близкими, со своими детьми. Это наши братья, которые находятся в застенках тюрем, СИЗО. Я хочу выразить свою особую благодарность всем организаторам, которые смогли организовать такой праздник, который сейчас, к сожалению, многие из наших соотечественников лишены этого. И, конечно же, первые наши дуа за них, первые наши дуа за их скорейшее освобождение. Иншаллах, пусть Аллах каждому даст то, что он пожелает. У ці святкові дні народ не забув і про дітей кримських політв'язнів. У Бахчисараї організували масштабне святкування.
Вікторія Аблязова, Заман, АТР.